Габдулла Мухаммедгарифович Тукай – один из самых популярных авторов татарской литературы. Именно он написал такие произведения, как «Шурале», «Водяная», «Забавный ученик». Его работы переведены на множество языков мира, а его произведения можно разбирать на цитаты. Всем привет! Меня зовут Мухаммадинов Тахир, и сегодня я хочу рассказать вам о неизвестных страницах жизни Габдуллы Тукая. Вперед! Принято считать, что Габдулла Тукай за столь недолгую жизнь был влюблен всего один раз. Имя ее Зайтуна Мавлюдова. Между ними прошли всего 5 встреч, которых хватило отогреть замерзшее сердце поэта. Но так ли оно на самом деле? Мог ли Габдулла Тукай быть влюблен дважды? Совсем недавно писатель Рауль Мир Хайдаров опубликовал неизвестные факты из жизни поэта. Оказалось, что Габдулла Тукай испытывал сильные чувства к Амине, трудолюбивой, красивой и 18-летней девушке из деревни Купербаш, Арского уезда Казанской губернии. В эту деревню часто приезжал сам Тукай. В 1912 году у него был обнаружен туберкулез легких, и ему по рекомендации врачей необходимо было пить кумыс. Именно в деревне Купербаш отец Амины делал самый лучший кумыс в Казанской губернии. Там всякий раз Амина подавала Габдулле Тукая чашу с целебным напитком. Они много беседовали, друг на друга смотрели и полюбили друг друга с первого взгляда. Дело дошло до того, что однажды Габдулла Тукай попросил ее руки, но отец запретил Амине выходить за него замуж. Его аргументом было то, что жизнь Тукая была неустроенной. К сожалению, отношение к поэтам в то время было не совсем положительным. В 1913 году, в возрасте 26 лет, Габдулла Тукай, так и не устроив свою семейную жизнь, умирает от туберкулеза. Какие же еще малоизвестные факты существуют о жизни Габдуллы Тукая? Ну, например, он находился в 5 приемных семьях. Мальчику было 5 месяцев, когда умер его отец. Затем его мама снова выходит замуж. Проходит 3,5 года, и умирает мама Тукая. Затем его отправляют в семью дедушки по матери. Но там, в многодетной семье, он испытывает на себе унижение и явно чувствует себя лишним. После чего его увозят в Казань семьщиком, который предлагал ребенка всем прохожим, и его забрала бездетная семья. Прошло 2 года, и новые родители сильно заболели. Было принято решение отправить Тукая обратно к дедушке. Позже из семьи дедушки, где он был никому не нужен, его забрал житель соседней деревни. Через 3 года, когда ему уже было 9 лет, за ним приезжает сестра отца и забирает его в Уральск, где он 12 лет живет у тети, хорошо учится и начинает издаваться в местных газетах. В 1907 году, в возрасте 20 лет, он переезжает в Казань, где живет в номерах гостиницы «Сарай» уже самостоятельной и вольной жизнью. Еще одна неизвестная страница нашего великого земляка Габдуллы Тукая – это его состояние души. У него всегда была масса поклонниц, но он их сторонился и старался всячески избегать контакта с противоположным полом. Как известно, внешне Габдулла Тукай был далек от образа покорителя женских сердец. Невысокий, худой. Ко всему прочему, Тукай был не принципиален к выбору одежды. Местами она могла быть грязной или не по размеру. Многие биографы пишут о его психологической или физической преграде. Он, являвшись по сути одиночкой, живущий в своем собственном мире, никогда и никому не говорил о своих проблемах и предпочитал переживать все внутри себя. Его описывают немного замкнутым, что несомненно берет начало из детских трудностей и переживаний. Как бы оно ни было, мы всегда гордимся быть соплемянником такому великому поэту и общественному деятелю Габдулле Тукаю. Друзья, 26 апреля 2020 года Габдулле Тукаю исполняется 134 года со дня рождения. И мы, штаб татарской молодежи, решили провести конкурс,
Для участия вам будет необходимо снять короткое видео до 1 минуты, где вы читаете любой стих Габдуллы Тукая, после чего нужно опубликовать это видео в Instagram и оставить хэштег Габдулла Тукай штаб. Победителя объявим 26 апреля в социальных сетях. Участвовать могут все. Где бы вы ни находились, мы отправим туда вам ваш подарок. Желаем удачи! А наш выпуск подходит к концу. Мы будем очень благодарны, если вы подпишетесь на наш канал, оставите комментарий и поставите лайк. Благодарим за просмотр. До встречи!